любая мощная новая технологичная вещь, это безусловно, кем? Гранос. Военный. Любая вещь может волноваться. Волновая компьютерная система. Это все приходит для военных нужд. Только для военных. Потому что военная является номер один стратегический. Вот сеть, локальная сеть, научная военная сеть, придумана где? В Америке. Для чего она была придумана? На самом деле военные научные силы, чтобы скорректировать работу разных самолетов, потому что там были слабшие, да, они гоняли ремонт. До этого у нас был разговор, бомбы там прилетали, а потом сетки придумали, локальные сетки сперва локальные сетки, потом поняли, что вещь абсолютно шикарная, и по всему миру сеть. Эти локальные сети сперва организовались решено, локальные сети объединить, стать большие Ethernet, потом эти большие Ethernet стали интернет, объединяться получится у нас и формат как один сеть, это глубокая сеть.
Потом, 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 поставь. Да, вы поняли, да, как создать группу компьютера, соединенных на линии связи. То есть обычный кабель, есть обычные электрические кабели, а газ форме телефон. Нам двухжильный флеш-карт, а компьютер через модем флеш-карт через... Давайте нам. Ладно, ладно, есть? Вот чего? Есть? Ладно, да, есть такой момент? А? Вот она. Такая обычная модель автомобиля. Да? Витая пара. Запомните, витая пара. Почему витая пара? Тут цвет светополоса синий, белый синий, желтый, ну то есть оранжевый, светло-оранжевый вариант, коричневый, светло-коричневый сплелись и зеленый, светло-зеленый сплелись. Тут 8 штук перехрена кабеля, которые соединены между собой витой парой. И плюс самое главное, они работают не в паре. Система для интернета нужна нам всего лишь 4 кабеля. По стандарту первый, второй, третий и шестой. Четвертый, пятый отдыхают, седьмой, восьмой тоже отдыхают. Нам нужно всего лишь соединить 4 кабеля. Оптическое волокно. Что такое? Самая большая скорость света. Кто у нас, по-моему, физика знает? Ну, как называется? Скорость чего? Ветра? Мысли? Света, молодцы. Поэтому оптическая волоконная связь, она работает со светом, поэтому она мощная. Например, если бы у здания клиент-система, это именно жил, это как жилка, да? Например, жилка. Может протянуть, то есть интерьер может, но то здание на интернет обжила. А вот у тебя без здания клиент. Насколько мощная вещь. Ну, радиоволны вы понимаете, да? У всех есть. Да? Да. А кто из вас по Wi-Fi? Так? Вот именно. Это просто так, да, сидели ребята друг на эту волну. Вот эту частоту 8,1. Частоту такую, что я просто давайте назовем ее Wi-Fi. Ну, просто так, и получил Wi-Fi. Потом, конечно, придумали слово wireless, что там, что там, английское, придумали, на самом деле просто так было придумано. Зачем же они нужны? Обмен данными между компьютерами, совместное использование ресурсов, да?
электооптикаларды қазір адамға очень там очень много компьютерщиков, китайские организации, которые вот у нас система администратора устанавливает права доступа к системе администратора. У нас начальная норма, сколько людей у нас есть, которые пользуются компьютером? 3 категории. Понимаем, представительно пользователь, системный администратор и программист. Кто такой программист? Он делает программу, система администратора сошли. Настраивать программист не умеет, но умеет настраивать. Система администратора, он говорит, как это программа. Сетевой администратор занимается только работой с сетью. То есть через сеть, насколько работает, она не видит. Вот, типа сетей. Запишите, пожалуйста, они очень вам нужны будут. Персональные сети, да? Это может быть ТУЗ, да? На короткие дистанции, там, не знаю, когда собираюсь, я помню, с телефоном что-то сетевой говорит, нет, это что это? Да, по Bluetooth, да, соединяйте, работу тоже сделать, да? Локальные сети, например, нам должен компьютер соединить на локальной сети, только через устройство Wi-Fi, а не через кабель. Хотя можно и через кабель. Погнали дальше, что у нас? Корпоративные сети. Самая мощная корпоративная сеть в России это у нас предполагающая сеть именно соединение компьютеров соединительных. Сбербанк. Самая мощная корпоративная сеть. Bütün öğrenci yüklerinde во всех банках, во всех банках, Инкубанк, Сбербанк, корпоративный сеть. Городские, да? Вот потому что туда что? Там телефон вылетает, правильно? Сейчас говорят, языки вам, да? Дом? Дом, да? Тоже за телефон нормально. Потому что сказали, что это правильно, что это не будет, да? Будете созидать, что все, что там, что быстрее там? Урок. На самом деле, да? Как на сайте? Удобно? Вот, выполняем. И наши глобальные сети это что? Интернет. Интернет и связь. Это когда интересная вещь. Иногда серверы, которые имеют доступ к интернету, говорят там интернет, соединение интернет. Иногда наоборот, серверы подключили сам интернет, говорят, там можно как стандарт есть. Хотя одно и то же, но получается тип соединения равно дальше. Причем это разные вещи. Вы что нас слышите?
Ну, вот там здесь показывается, да, вот, например, вот она, колётная, соединение, да, сейчас много нет маршрут. Построен, ладно, вот. Есть у нас зона сидения, где у нас называется модель, телефонная модель. Как модель отправляет информацию? Он берет ваше сообщение, делит на маленькие кусочки делит, и на кусочках их нумеруя, выстраивает и читает. Модель слова модуляция, демодуляция. С другой стороны, модель берет его, берет список, ага, берет ага, и делает. Он его раздавливает, иногда на нем перечислится любой информации. Кино. Вы помните, да, кино на маршруте? Либо вот то же самое здесь происходит. Когда, например, YouTube там обращение оказывается во время трансляции удобно. Дочка полсогласна, где сюжета, где не до конца покажет. Пока что не начало. Иногда кино не заканчивается. То есть не полностью не показывает, не показывает, конечно, не показывает. Начало не заканчивает, сюжет да. То есть пакетный режим называется. Большой файл блокирует себе. Ну, это уж когда, да, помните, еще. Там такая сеть, что у нас пережила периода накануне нового. Состав пакета. Пакет члены спирала. Адрес получателя, адрес отправителя, данные, контрольную сумму. Смотрите, например, всегда вам кино. И вы берете флешку, видите разные. И закидываете флешку кино от нашего вас. Кино весит 10 гигабайт. Не сообщение. Флешка 4 гигабайта. Сумасшедший компьютер. Да. В целом. Раньше шла его. Вот именно, раньше шла его. Раньше вот этот протокол не проверялся никогда. Тупо, да, потом. Так что когда объем большой, компьютер посмотрят, замените флешку. Если бесполезный связан же с протоколом проверялся, сперва проверяют контрольную сумму, какой объем артаташат, какой объем артаташат, он его сравнивает. Если флеш сильный, он заранее говорит, флеш сильный уже. Вот как немножко поменять. Ничего лишнего. Вот она, данная еще флай, проверяет. Да, нельзя. Итак, у нас здесь сетка, да, есть такая вещь, как серверная часть. Что значит сервер? Иногда сразу скажут, да, сервера не знаем. Да? Как сервер создавать, да? Есть такая вещь? Да, создать сервер. Сервер, как бы, тот компьютер, который берет на себя полностью для того, чтобы собрать всю информацию для всех данных, для всех пользователей, участников данной сети. Сервер, конечно, компьютер представляет свои ресурсы в общее использование. Например, прекрасный контакт любой офис большой. Сервер ее запускает, сервер регулируется сутки и 7 часов в неделю и 365 дней. Голова постоянно шахтосумы, специально охлаждающие вода, постоянно шахтосумы.
Google это уже перешагнул, Google это онлайн. Клиент пишем, это компьютер, использующий регистровку сервиса. Вот. Клиентов могут быть очень много. Предыдущую серию шагом врата называется запрос, в этом говорит запрос там не надо. Вот это нужно, и сервер не говорит, что типа у меня все это есть, я могу тебе он начнется напрягать даже. То есть делать запрос, он может что-то передать нам. Не знаю, закачать или музыку включить. Сервер бревна, а компьютер очень много, поэтому сервер основная мощная вещь должна быть сетевая карта. Даже сетевая карта и конец сервера, что один работал на вход, другой работал, чтобы на выход. Тогда сервер работает мощнее. Вот. Локальные диски могут быть в серверной части, то есть цель какой-то мощный сервер, HP, кстати. Да, Orleans, Северный Нью-Йорк, Жирный, шикарный. И вот когда компьютеры соединяются, можно сделать так, что хардвер компьютера убирается операционная система. На этом компьютера тоже воздушная шина. Здесь убирается операционная система, вообще нет. Что делается? Он берет операционную систему отсюда. То есть по протоколу IP, то, о котором я говорил, соединяется сервера с сервером, ему предоставляется свой клиент операционной системы, и ему оно говорит шейк. Называется эта система тонкий клиент. Система она совсем интересная. Интересна тем, что вы сможете купить один лицензионный ключ, и будет работать все вот этих ключов. То есть, например, если Photoshop у вас покупать для одного лицензии, и где-то порядка 50 человек будут работать с одной лицензией. Хорошая вещь. Экономия для процентов от долговременной памяти. То есть, что должно быть больше и лучше в мире, да? Итак, структуры сетей. Это очень важно. Структуру спишем. Тема. Как тема? Структура сетей. Луна задашь что ли? Давай по-другому. Давайте какие-то пропишем. Снова шикарно тоже? Я уже... Шина это просто кабель, который вот соединен с водой. Шина это соединение, кабель. Вот она, коммутатор. Говорят определенного хаб, его называют хаб, это коммутатор. То есть вещь, которая соединяет несколько компьютеров в одно, определяет. Есть такие коммутаторы, программируемый коммутатор, ты можешь определить, кому что делать, и для сервера, и для компьютера, и для ноутбука. Коммутатор switch, запишите, передает пакет только через да, напишите коммутатор, собственно, switch, передает только пакет адресов. Он ничего не делает, особо ничего не обрабатывает, просто передает. Тип соединения называется звезда. Все соединены.
Дерево, да? Вот здесь, по сути, ничего не меняется, но его разделили почему-то. Дерево, оно может немножко загораться. Имеется наш метамутатор, и поверхность метамутатора соединится с чем-то метамутатором. Хотя, конечно, любят они называть ее, да? Тут можно сказать дерево нового уровня. Пишите, написали дерево нового уровня. Соединение. Хорошо. Когда все равны, да? Вот нет северной части. Вот как раз когда все это создавали тип сексуалов. Все равны, ничто не меняется. Тут надо пишем локальный сетинг. Локальный сетинг объединяет компьютер в одном или нескольких соседних зданиях. Не полностью объединить здание все. То есть максимально невозможно. Сколько можно, внутри можно, но здание несколько зданий. Короче, предельная возможность 100 метров. Если туда попадает сигнал, путается или только подсказывание. Второй. Ну, тогда обычно, да, сетка, чтобы не были разнородными, чтобы они поддерживали друг друга, операционные системы тоже есть свое правило, где они должны соблюдаться. То есть, например, я все дни поставляю в одной нуле, например, Windows 11 Mac, то вы должны друг друга видеть. Сколько как было, что интернет, да, что локальность, что по локальности это тоже самое. Как обычно, да, мы можем им открыть доступ
мощный Wi-Fi оборудование, Wi-Fi, но потом то все, что мне интересно, развиваться тогда 4G, 3G, 5G и Wi-Fi упали. Они не интересны. Вот наш любимый Ethernet, который во всех каналах есть. Вот она показывает. Скорость у него, когда обычно работает, можно поставить терминал 45 Гц, можно соединить с сетевой картой ПВР. Вот она коммутаторная, кто не видит.